схлопывает снег. Башкортостан милли паркында мороны менән кар сыҡып торган ҡоралайҙы видеоға төшөрөп алғандар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, мы начинаем «Уфимский разворот». В студии сегодня Елена Черкова. Руслан Валеев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм. Трансляции на Ютубе и на Фейсбуке, как обычно, запущены. Можете нас там смотреть. Мы сегодня читаем не только печатную, но и непечатную, то и не печатную, в общем, любую прессу. Всю прессу мы сегодня читаем. Как обычно, голосуем. Будет у нас отрывок из программы «Персонально ваш». Вчера у нас в гостях был политолог Владимир Савичев. Мы с ним обсуждали, кстати говоря, Дни Башкирии, которые вчера в Совете Федерации завершились. Говорят, что прям с невероятным успехом. Да, кстати говоря, будем ждать этих результатов. А во второй части нашей программы у нас будет гость. Это глава администрации Иглинского района Республики Башкортостан Николай Самойленко. Нашему гостю вы также можете присылать свои вопросы по номеру +7 927 304 1051. Ну и предлагаю начать обзор прессы. Пресса с доставкой на дом. У меня есть материал на ПРУФУ, и этот материал просто, ребят, это бомба, это песня, его я буду читать прям вот так, как в театре. Вот сейчас будет просто театр вам в уши лица. Изнасилованная дознавательница пытается через суд восстановиться на работе. По сути, казалось бы, да? Ну, что такого? К чему придирается вот эта вот злобная тетенька на радио? Но нет. Вчера в Кировском райсуде, то есть позавчера уже, потому что материал вышел вчера вечером, рассматривался иск изнасилованной девушки-дознавателя к отделу МВД по Уфимскому району и МВД по республике о установлении на службе и взыскании денежного удовольствия за время вынужденного прогула. Процесс по гражданскому делу почему-то объявили закрытым. Интересно, почему? Причем это выяснилось уже в кабинете судьи, откуда журналистов портала ПРУФУ, кстати, единственных представителей СМИ, так подчеркнули, попросили удалиться, и мы были вынуждены дожидаться информации в коридоре. Слушай, давай напомним сразу, что дело касается той самой дознавательницы. Да, дознавательница, которую, как она утверждает, изнасиловали в отделе полиции в октябре прошлого года. Сейчас трое начальников полицейских находятся в СИЗО. Рядом с нами на скамеечке ожидали в своей очереди свидетели по делу. Молодые парни лет 25. Держались они спокойно, выдержанно, между собой практически ничего не обсуждали. Да и зачем? Необходимые инструкции от вышестоящего руководства они явно получили заранее и пришли добросовестно их исполнить. Потрясающе. Журналист ПРУФУ что-то знает про инструкции. Истица, с которой мне удалось пообщаться в перерыве заседания, выглядела подавленно. Она напоминала воробушка, мерзнущего от зимнего ветра. Тут надо заплакать. Я уже. Адвокат Халиков, представляющий интересы полковника Матвеева, помнится, обвинял девушку, что она перекрасила волосы. Расположившись с ней рядом, кстати, этого вчера не было про волосы. Расположившись с ней рядом на скамейке, я поняла, почему Гульшат пошла на кардинальные перемены. Стоп, имя появилось. Это настоящее? Нет, это имя не настоящее, но здесь почему-то нет пометки, что это не настоящее имя. В волосах 23-летней девушки начала проглядываться седина. Интересно, как бы изменились близкие обвиняемых, если бы на собственной шкуре испытали подобные бесчинства? Задается вопросом журналист ПРУФУ. Далее диалог. «Гульшат, я искренне вам сочувствую и очень хочу помочь», — говорит журналист. «Я это поняла», — отвечает она. «В СМИ прошла информация, что вы хотите получить 100 миллионов за моральный ущерб». Информация в буквальном смысле ее ошарашила. Девушка дернулась и отшатнулась. По лицу было видно, насколько неприятно ей вообще слышать подобное. «Я не буду это комментировать». «Эти молодые люди», — я кивнула в сторону свидетелей, — «ваши сослуживцы?» «Да, а один из них даже был моим другом. Мы вместе учились, 5 лет сидели за одной партой. Теперь он дает показания против меня». Голос Гульшат предательски задрожал.
Чтобы успокоить девушку, я перешла на татарский. Опа! Универсальный способ. Все, огонь. Слушайте, ну и дальше вот в таком же стиле, я, конечно, всю статью зачитывать не буду, это гениально. Суть в итоге материала в чем? Суд отклонил все требования девушки, и ее на работе не восстановили. Вот так. Вот такая история произошла. Кстати говоря, неожиданно. Это как-то сообщалось, что ожидается подобное? Если честно, я не знаю, я не слежу уже, к сожалению, за этим. Ну что ж, ладно, продолжим обзор прессы. Медиакорсеть о том, как у нас в Башкирии так и не состоялись митинги, которые были одобрены властями в Сибае. Я напомню, активисты заявлялись на митинге вот буквально на этой неделе, однако власти отказались, сказав, что эти места заняты, вот на 13, в частности, марта, да, и типа там будут другие митинги проходить, однако по факту, как пишет Медиакорсеть, ничего там не было. На площади, где с 8 часов утра до 22 часов должны были проходить эти мероприятия, так ничего и не состоялось. Информацию об этом в соцсетях опубликовала Альфия Озенбаева, подтвердив ее видеоподтверждением. Значит, здесь фотографии, видео, площадь заставлена машинами, люди занимаются своими делами, работают, и, в общем, ничего не происходит. В результате, и, я так понимаю, сегодня второй день, когда вторая акция должна была состояться, видимо, тоже там, хотя, может быть, может быть, это просто невидимые митинги. Ну, скорее всего, так и получается. Прямо так и хочется задать властям вопрос, почему вы не даете людям возможность просто выйти и пообщаться на тему того, что их беспокоит. Вот просто удивляюсь. Потому что надо. Потому что. Грустная новость на «Коммерсанте». Госкомкомитет по торговле и защите прав потребителей Башкирии готовит проект поправок в региональный закон о регулировании рынка алкогольной продукции. Ведомство предлагает запретить продажу разливного пива в магазинах, оборудованных в многоквартирных домах, в том числе в пристроях, а в магазинах, работающих в зданиях общежитий, ввести полный запрет на продажу алкоголя. По мнению ведомства, меры будут способствовать поддержанию общественного порядка и здорового образа жизни среди молодежи. Хорошо. Представители бизнес-сообщества тем временем дали отрицательный отзыв на эту инициативу. Я напомню, это «Коммерсант». Ну, я не знаю, конечно, уже зарегулировали все настолько, насколько возможно, куда еще на дальше. святое покусились уже. Ну, практически. И, кстати, продолжая тему экономики, Идель Реали о том, как КАМАЗ намерен прекратить производство электробусов в Башкортостане. Значит, об этом заявил Николай Пронин. Это, зам гендиректора компании непосредственно. По его мнению, на Нефазе, на Нефтекамском автозаводе, нет возможностей для развития производства электробусов. Несмотря на то, что вся необходимая оптимизация уже была проведена, этого оказалось недостаточно. Как пишет издание «Версия», одним из вариантов новой площадки называется завод «Тролза» в Энгельсе, Саратовской области. Завод в настоящее время испытывает нехватку заказов. На самом Нефазе, потерявшем большой объем заказов, будут увеличены мощности для выпуска дизельных автобусов, пояснили в головной компании. Ну и здесь напоминает издание, кто кому принадлежит. Ну, фактически, да, Нефаз принадлежит КАМАЗу. Таким образом, у нас, я вот даже не знаю, как расценивать, то ли это плюс, да, то есть какая-то оптимизация, то ли это минус, то, что часть производства от нас уходит, не совсем понятно. Тем временем на Медиакорсети вышла достаточно подробный материал по поводу вчерашних событий в Уфе, когда женщина выбросила из окна двухлетнюю свою дочку и бросилась следом сама. Медиакорсеть попыталась восстановить вообще события того, что происходило. По данным издания, им это рассказал источник в правоохранительных органах, который работает, он знаком с ситуацией. В общем, по данным Медиакорсети, накануне произошедшего, то есть позавчера, поздно ночью женщина вызвала полицейских с тревожным сообщением о том, что ее супруг намерен ее избить из-за возникшего конфликта. Однако, когда полицейские прибыли на место случившегося, увидели, что никакого конфликта нет. Мужчина о звонке жены в МВД не знал, был трезв и собирался спать. После чего женщина заявила, что сожалеет о звонке и нуждается в помощи психолога. Известно, что семья, в которой произошла эта трагедия, характеризовалась как положительная. Супруг молодой мамы работал детским массажистом, спиртным не употреблял, в семье это был первый ребенок. Вероятно, как пояснил наш источник, молодая женщина страдала от затянувшейся послеродовой депрессии. Это предстоит выяснить следователям и врачам. Я напомню, что вчера, в частности, Уфа-1 портал написал тоже со ссылкой на собственные источники, что женщина объяснила свой поступок тем, что ее муж якобы наркоман и ее тоже подсадил на наркотики, она якобы тоже страдает от наркозависимости. Но вот пресс-служба МВД тем временем опровергла эту информацию, пишет Медиакорсеть. Сейчас проверка продолжается, расследование идет. Вчера было возбуждено уголовное дело Следственным комитетом. Сейчас выясняют все обстоятельства этого.
Да уж, неприятный случай, как бы, да, нет худа без добра, как говорится. Эти сугробы, о которых мы говорим, они в этой ситуации спасли ситуацию. Вот да, кстати, потом вот поругайся лишний раз, да, на то, что снег не чистит вообще. Еще одна экономическая информация с «Коммерсанта». Индюшкин не взлетел. Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури в итоге все-таки признан банкротом. Это один из самых крупнейших производителей индейки в России, который находился у нас в Ишимбайском, по-моему, районе. Издание напоминает, что предприятие принадлежало предпринимателям Марселю Юсупову и Дамиру Камилову, одному из совладельцев банка, которого была отозвана лицензия. Уралкапиталбанка, да. Вот. И, в общем, также в финансировании этого проекта участвовал благотворительный фонд «Урал» первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Анализ документов, между тем, предприятия затрудняет расследование МВД уголовного дела по факту ухищения средств, привлеченных также в Россельхозбанке. Но история закончилась, и арбитражный суд признал полностью предприятие банкротом. Ну и еще хотелось бы напомнить, что у нас серия плей-офф продолжается, и у нас Салават Юлаев будет с завтрашнего дня встречаться с автомобилистом из Екатеринбурга. Первые игры состоятся именно там, и команда «Автомобилист» устроит полеты на воздушном шаре перед матчами с Салаватом Юлаевым. Об этом пишет портал «Реальное время». Мило. Значит, вся команда? Болельщики смогут на воздушные шары вот эти вот каким-то образом попасть. С хоккеистами? А здесь об этом не говорится. Вот. То ли отдельно, то ли с хоккеистами. Вот. Более того, в городе пустили трамвай, оформленный с символикой автомобилиста, посвященный плей-офф, и этот трамвай планирует по маршруту А ездить по Екатеринбургу в течение 3 месяцев, вне зависимости от результатов, которые команда покажет. Блин, как в мило. этой серии Над Екатеринбургом плей-офф. на воздушном шаре с хоккеистами. Очень прекрасно. Прям позитив. Я хочу так с Салаватом Юлаевым полетать над Уфой. Что, заканчивать будем обзор прессы? Угу. Будем слушать отрывок из вчерашней программы «Персональный ваш». Я напомню, что в гостях у нас был политолог Владимир Савичев, и мы с ним говорили про Дни Башкирии в Совете Федерации. Башкирия вообще не обращала внимания на подобные мероприятия, которые в Совете Федерации проводятся достаточно давно, то есть Дни регионов. С чем это связано? Это было неинтересно предыдущей власти? У нас с Москвой вообще очень отстраненные отношения, в отличие, допустим, от того же Татарстана, которые... Были или остаются? Сейчас меняется эта ситуация, потому что есть понимание, что в Москве очень многие решения принимаются, в Москве есть большой объем финансовых средств, которые попадут в те регионы, которые будут этим заниматься очень плотно. И Москва — это тот центр, где концентрируется вся информация, все ресурсы, поэтому не быть там представленным, не иметь там какое-то свое лицо, свою историю, это, конечно, политическая ошибка, потому что вот даже если мы возьмем такие вещи, как отставки руководителя республики, они всегда случались внезапно. Хотя понятно, что такие вещи внезапно не делаются. И там, но для нас они так выглядят внезапно, по крайней мере. Ну, где-то были внезапные для самих руководителей, которых отправляли в отставку. Если бы они взаимодействовали с Москвой так же плотно, допустим, опять же, 2010 год, когда Шайми сыграл на опережение и ушел до того, как все было готово. Получилось, что передача власти Миннихану, она так гладко прошла в Казани. Поэтому в Москве, конечно, надо быть, надо налаживать взаимодействие, необходимо показывать свои возможности, участвовать в тех проектах, которые обоюдовыгодные. То, что делается, это вполне правильно и давно назревшее. Почему раньше-то до этого никто не додумался? Ну, не то, что не додумались, а здесь по принципу, ну вот мы живем, никого не трогаем, и нас не трогайте. Нам вот удобно, хорошо, мы проблем не создаем, каждый как бы сам по себе. О результатах тоже хочется поговорить, которые последуют после этих дней Башкирии. Эрик Елалов рассказывал о том, что там согласовали очень много проектов на достаточно большие суммы, но насколько это реально? Ну, согласовать можно что угодно, а выполнить? Хватит ли финансов, хватит ли запала этого? Ну, во-первых, согласовать актуально тогда, когда принимается финансовый документ. Он будет приниматься чуть позднее. Сейчас он только готовится. А во-вторых, действительно, предварительные намерения и реальная строчка в бюджете – это все-таки разные вещи, поэтому по осени вот и посчитаем этих цыплят. Еще один момент. Очень важно показать, что у нас здесь эти средства эффективно используются. Надо работать постоянно, не расслабляться в связи с тем, что, ой, мы там поговорили, все замечательно. Ну, прошло хорошо и отлично, да. Нам все пообещали. Не одни же мы. Всем обещают, и политик, который говорит «нет», он, конечно же, получает отрицательные отзывы и не получает поддержки, поэтому все предпочитают говорить «да». Но сказать и сделать — это все-таки есть такая дистанция. Пример того же Татарстана.
Башкортостана, они работают постоянно. У нас ведь мало отлоббировать само решение, важно отлоббировать еще исполнение этого решения. Этим наш лоббизм отличается, допустим, от лоббизма в европейских странах или в США. Там, если парламент принял решение по какой-то строчке в бюджете, все, оно будет выполняться. У нас это не факт. Вот это надо доводить всегда до ума, это надо всегда держать на контроле и всегда понимать, что все, что придумано человеком, может быть человеком и отменено. Ну, Елалов, по крайней мере, сказал, что все, что принято Советом Федерации, это прям обязательно к исполнению. Ну, это в идеале, потому что, естественно, распоряжается непосредственно бюджетом это Минфин, правительство, и с ними тоже надо дорабатывать эти вещи. Палаты могут принять бюджет и там все заложить, и все должно быть, но мы знаем по практике, годовой бюджет, и очень часто деньги приходят в декабре. То есть формально, да, на этот год деньги выделили. Но одно дело получить деньги там в мае, другое дело в декабре. И потом за месяц все в срочном порядке освоивать. По обязательным процедурам. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Я напомню, что этот эфир вы можете посмотреть еще раз и послушать еще раз на нашем сайте hmskaufa.ru в разделе «Программа», а также на нашем канале в Ютубе и в группе в Фейсбуке. Сегодня... Сейчас скажу, проанонсирую. Да, сегодня у нас в программе «Персонально ваш» политолог Сергей Лаврентьев. И вопросы гостю вы также можете присылать нам заранее по нашему номеру +7 927 304 1051. Ну, а мы сейчас будем голосовать. И голосовать мы будем вот по какому поводу. Башинформ вчера написал, что по инициативе Радия Хабирова 2020 год объявлен в России. В России. В России, это важно. Годом народного творчества. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вчера, как раз выступая на заседании «Час субъекта России». Далее ее цитата. «Мы поддержали инициативу временно исполняющей обязанности главы Башкортостана об объявлении 2020 года годом народного творчества. Он как раз совпадает с таким большим мероприятием международного масштаба, как Всемирная фолклориада, которая пройдет как раз в Башкирии в 2020 году. Ранее агентство Башинформ сообщало, что эта самая фольклориада в Башкортостане должна стать самой масштабной за всю историю ее проведения. Она, напомню, в августе пройдет. Друзья, а как вам идея Радия Хабирова? Объявить год следующий годом народного творчества. Да? Прекрасное народное творчество. Все эти частушки, поговорки, сказки, все дела. Классная идея. 262-72-47. Какая-то странная идея. Вообще мне не нравится. Мне просто не нравится. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Нравится ли вам идея? Как вы вообще относитесь к идее проводить вот эти год чего-нибудь? И нравится ли вам идея инициативы Радия Хабирова о том, что следующий год в России будет объявлен годом народного искусства? 262-72-47. Да, вам нравится эта идея, и вам очень нравится, что инициатива Хабирова, да, главы республики, вот подхвачена на федеральном уровне, и теперь вся Россия будет праздновать год народного творчества. Вам эта идея прям очень нравится, вы гордитесь. 262-72-47. 262-72-48 вам вообще не нравится ни народное творчество, ни Радий Хабиров, ни идея проводить год чего-нибудь. Вам кажется, что это просто какой-то бред и очередной способ отмывания денег, не знаю, что угодно. Вам не нравится эта идея? 262-72-48. Безотносительно ко дню... 50 на 50 уже сразу. Так вот, безотносительно ко дню, точнее, к году народного творчества, вот вообще все эти годы, на мой взгляд, это компанейщина, да? Каждый год у нас каким-то объявляют в регионе, да, какой-то у нас есть девиз, и есть на всю Россию какой-то девиз. Там год семьи, год экологии. Но что мы получаем в результате? Ощущаем ли мы какие-то изменения в той области, в честь которой этот год был назван? Я помню, это когда вопрос. год экологии у нас проходило, как экологи все потом рассказывали по окончании этого года, что вот год экологии прошел, а как раз там и этот рутениевый дождь, вот, и все дела, и год, все было очень плохо. Виктор нам пишет, не нравится ему эта идея, старики во власти не хотят слышать молодых. Если вам так же, как Виктору, не нравится идея проводить год какой-нибудь там, да, год, вот, в частности, народного творчества в следующем году, который объявлен по инициативе Радия Хабирова, вам, в принципе, не нравятся такие идеи, да, проведения года чего-нибудь. 262-72-48. Вам нравится эта идея, вы гордитесь тем, что идея Радия Хабирова подхвачена теперь по всей стране, и вся страна будет праздновать год народного творчества вместе с Республикой Башкортостан. 262-72-48. Как-то прям большинству не нравится, смотри, как странно. Мне кажется, сейчас самое время объявлять какой-нибудь год будущего пенсионера, что ли. Год народного творчества, ну это же классно, это же вот прям истоки культуры нашей. Кругом будут песни и пляски, это будет весело. Танцевать будем, ну хоть что-то, ну у нас и так Россия для грустных, а тут
Да, кстати, вот очередная уголовная статья, да, за частушку теперь посадят. Это можно совместить. Это закон о неуважении власти, год народного творчества. В рамках года народного творчества и закона о неуважении власти новые нормативы для МВД по посадкам по 282. Прекрасно просто. О, смотри-ка сразу, сколько зайцев убили одним выстрелом. 262-72-47. Вам нравится идея Радия Хабирова о проведении в России, поддержанная, кстати, Советом Федерации, идея о проведении в России Года народного творчества в 2020 году. Вот он будет объявлен таковым. 262-72-47. 262-72-48. Вам идея не нравится, вы не любите народное творчество, слэш Радия Хабирова, слэш вообще всякие вот эти годы там чего-нибудь, просто вам вот это вот сама идея не по душе. 262-72-48. Друзья, хотелось бы понять все-таки мотивацию, кстати. Когда вот мы говорим год экологии, более-менее понятно, для чего это делается. А когда год народного творчества, чтобы что? Слушай, а может быть это такой повод, знаешь, еще раз сохранить в том числе и башкирский язык? Язык, ага. Народное творчество, да, все вот эти песни, кубаиры, как это сейчас, я боюсь ошибиться в терминологии. В случае с Башкирией, с Татарстаном, наверное, это работает, а в случае с другими регионами... В других регионах тоже есть коренные народы, слушай, север вон весь один только чего стоит. Напомню, номер для ваших смс +7 927 304 10 51. Вы можете, кстати, свои соображения по этому поводу нам присылать. Еще раз номера 262 72 47. Вам нравится идея проведения Года народного творчества, которую Радий Хабиров предложил, и подхватили эту идею в России. 262 72 48. Вам эта идея совершенно не нравится. Будем подводить итоги. Сейчас голоса окончательно допадают. 33% наших слушателей считают, что это хорошая идея. 67% эту идею не поддерживают. Мы уходим на новости, после них вернемся и продолжим разворот. В Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. МИД Швеции потребовал, чтобы подозреваемый в шпионаже российский дипломат покинул страну. Для этого в министерство был вызван российский посол, сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники. По версии Стокгольма, российский дипломат завербовал сотрудника одной из IT-компаний, чтобы получить доступ к новым разработкам. В конце февраля стало известно, что этот сотрудник арестован по обвинению в незаконной передаче информации. Британский парламент выступил против выхода страны из Евросоюза без сделки с ЕС. Такое решение поддержали 312 парламентариев, против выступили 308. Как отмечает BBC, с перевесом всего в 4 голоса была принята важная поправка, которая запрещает выход без соглашения вообще когда-либо, а не только до 29 марта, как предлагали в правительстве Терезы Мэй. Однако BBC поясняет, что голосование парламента не имеет силы приказа для правительства, и юридически возможность выхода Британии из ЕС без сделки все еще существует. Сегодня британский парламент рассмотрит возможность отложить Брексит, который по-прежнему намечен на 29 марта. В России растет доля тяжких преступлений, совершенных детьми. Это сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, количество тяжких преступлений выросло в прошлом году по сравнению с предыдущим на 5% и наблюдается в возрастной группе 14-15 лет. Данные были получены на основе статистики МВД и Верховного суда. Глобальный сбой зафиксирован в работе Facebook и Инстаграма. На проблемы с доступом к соцсетям накануне вечером пожаловались пользователи США, Западной Европы, а также России, Беларуси и Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса Down Detector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Причины сбоя не называются. Проблемы возникли также и у пользователей мессенджера WhatsApp, который тоже принадлежит Фейсбуку. Дональд Трамп запретил в США полеты лайнеров Boeing 737 MAX. Американский президент объяснил это новой информацией об авиакатастрофе в Эфиопии, без уточнения деталей. До этого Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что в работе этих самолетов не выявлено системных проблем. Небо для новых Боингов ранее закрыли многие страны, в том числе государства ЕС и Китай. Недавняя катастрофа в Эфиопии стала для самолетов этого типа второй за полгода. О валюте курса ЦБ на сегодня: доллар 65.59, евро 74.02. В Москве сейчас минус 12 градусов, сообщает Яндекс. Днем до 3 градусов тепла и без осадков.
Алексей Гусаров, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа. ООО «Финам» Уфа. Цюрюхы 75. Телефон 216 11 22. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников. 2 900 900. 20 марта. Music Hall 27. Звезда мировых джазовых фестивалей. Музыкальное достояние Грузии. Искренняя и непревзойденная Нино Катамадзе. Юбилейная программа «20 лет музыки». Билеты на musichall27.ru и кассир.ру. Возрастное ограничение 12+. В конце недели днем на «Эхе Москвы» в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет бывший ректор Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан, кандидат исторических наук Сергей Лаврентьев. Вопросы гостю можете присылать на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на «Эхе Москвы» в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело против женщины, которая подозревается в покушении на убийство своего 2-летнего ребенка. Напомню, 13 марта из окна дома номер 30 по Дуванскому бульвару упала девочка, а следом ее мать. Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты госпитализировали обеих. По данным следствия, женщина сама сбросила девочку с окна 9-го этажа, однако сугробы, находящиеся внизу, смягчили падение, и ребенок остался жив. В пресс-службе МВД Башкирии опровергли ранее озвученную в СМИ информацию о том, что женщина и ее муж страдали от наркотической зависимости. Как сообщает пресс-служба Следкома, расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время следователи допрашивают очевидцев произошедшего и членов семьи женщины. Суд Сибая обязал Учелинский горно-обогатительный комбинат устранить причины загрязнения воздуха до 28 апреля. Жалобу на действия Сибайского и Учелинского комбинатов подала местная прокуратура. Как сообщает Идель Реалии, надзорное ведомство просило суд обязать ответчиков предпринять дополнительные меры, чтобы ускорить процесс заливки карьера. Позицию прокуратуры поддержало Республиканское управление Роспотребнадзора. Представители ответчиков просили суд отклонить иск в полном объеме, заявив, что в результате уже принятых мер по подтоплению карьера выбросы уменьшились, а другие меры, цитирую, «предпринять по технологии невозможно». Напомню, ранее временно исполняющий обязанности главы Башкирии Ради Хабиров заявил, что подтопление карьера завершится к 26 марта. Вчера на совещании рабочей группы при оперативном штабе было сказано, что до полного подтопления осталось 11 метров. В продолжении темы. Снег из Сибая отправили на экспертизу. По словам активистов группы «Сибай-Дыши», пробы были взяты на контрольных точках по улицам Нуриманова и 8 марта. Всего снег будет взят на 8 точках в санитарно-защитной зоне, а также на одной точке в поселке Туяляс для сравнения. Экспертизой займутся сотрудники Министерства экологии Башкирии. Позднее, когда растает снег, эксперты также намерены провести исследование почвы. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами снег. Температура воздуха от 0 до минус 2 градусов. Сейчас за окнами облачно, 1 градус мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе.
Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Руслан Валиев, Елена Черкова у микрофона. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграм. Тем более, что у нас в гостях глава администрации Иглинского района Башкортостана Николай Самойленко, и вы ему можете присылать свои вопросы. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Вы многие годы занимались бизнесом, но ушли работать чиновником. Самый такой вопрос, да, первый. Для чего? Обычно Почему? бывает наоборот. Да, чаще наоборот. Как так вышло? Вы знаете, тут как бы все происходило несколькими этапами. Первым этапом я начал заниматься общественными делами. То есть я был сначала активистом молодой гвардии, потом ушел в молодежную палату при госсобрании, там подрос, стал руководителем этой молодежной палаты. Потом пошел на выборы депутата Госсобрания, стал депутатом Госсобрания. Дважды избирался депутатом Госсобрания от города Нефтекамска, в нашем Госсобрании республиканском. И на каком-то этапе понял, что тот опыт, который накопился по работе с гражданами, по вопросам, которые приходят, наверное, надо уже реализовывать. И поэтому, когда, соответственно, с своей стороны подал сигнал о том, что готов к муниципальной службе, и когда пришел ответ, что вот есть Иглино, и можно возглавить Иглинский район, я согласился и начал здесь работать. А насколько вам Иглино, как село и как вообще район, были знакомы, вот лично вам, да, как человеку? Или это не важно в данном случае? Были незнакомы, потому что последний раз в Иглинском районе я был еще ребенком, когда меня родители отправляли в деревню Пушкинская Колтымановского сельсовета, где я проводил лето, и гоняли коров, косили сено, собирали его, заготавливали корм для животных. Вот так лето все у нас и проходило. С того времени там не был. А теперь вы живете в Иглино или все-таки из Уфы ездите? Живу в Иглино, да, сейчас. А вот это, кстати, вам помогает или наоборот мешает то, что вы не жили там долгое время, то, что для вас это все новым было? Наверное, с одной стороны помогает, с другой стороны мешает. То есть здесь палка, как говорится, о двух концах. Помогает в том, что я не завязан с теми людьми, которые работали здесь до меня. У меня в этом плане совершенно большая свобода действий. Я смотрю на ситуацию, я вижу пути ее решения, и нет каких-то ограничений, связанных с человеческими отношениями, с теми, кто так или иначе в этом участвует. То есть я принимаю то решение, которое считаю необходимым, логичным, и я его выполняю, собственно говоря. А насколько люди местные, да, наверняка же костяк команды остался местным, а они вас конечно, принимают, готовы, я не знаю, воспринимать, общаться, работать вместе? Вы знаете, на мое удивление, те люди, которые живут в Иглино, те люди, с которыми мы вместе работаем, они меня очень хорошо восприняли. Видимо, я очень быстро нахожу общий язык с людьми, и те идеи, с которыми я пришел, они, видимо, близки людям. И немножко устали люди от того, немножко, а сильно устали, наверное, от большого количества проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Устали от проблем, связанных с дорогами, с очисткой снега, с отсутствием уличного освещения в ночное время. Это все нужно делать в срочном порядке. Либо писать стратегию, что по годам мы вот здесь столько-то улиц, предположим, поставим светильники, здесь столько-то. Показать людям, что действительно это делается. У нас очень адекватные люди на территории Республики Башкортостан проживают, и мы легко схватываем на лету всю информацию, которая приходит позитивную, которая есть конструктивная, и, в общем-то, вот все, кто вокруг меня, они мне помогают это реализовывать. Это действительно так. А с собой много людей привезли, членов команды, скажем, или вот прямо вот один? На сегодняшний день я использую ту команду, которая была сформирована до меня. Я, немножко, наверное, сейчас могу сказать, что я нагружаю их действительно очень сильно. Большой документооборот. Они уже давно перестали работать до 6 часов. Сейчас большая часть администрации со мной работает до последнего документа, до последнего обращения. И дальше мы будем это направление только усиливать. На сегодняшний день
в администрации поменялось всего 3 человека. Начальник информационно-аналитического отдела, управ делами и заместитель по строительству ЖКХ. Вот 3 человека, которые пришли новые. Николай, знаете, хочется немножко поговорить по поводу вот системы самого местного самоуправления. Насколько она, на ваш взгляд, автономна? Насколько она может работать без оглядки на региональный центр, на федеральный центр? Насколько чиновники на местах могут вот самостоятельно принимать решения? Чиновники на местах совершенно точно могут принимать самостоятельные решения, но с оглядкой на региональный центр это точно. Потому что мы не автономны, это совершенно точно. Мы работаем в составе всей республики. Мы совершенно точно понимаем, что руководитель наш — это глава республики. И в первую очередь мы понимаем, что все его действия направлены на улучшение, стабилизацию ситуации по всей республике. Мы в первую очередь выполняем те поручения, которые приходят от республики. Тем более, как человек новый, я могу сказать, что то, что сейчас приходит, оно действительно продумано, оно имеет стратегическую перспективу, и эти задания нужно и, я бы так сказал, приятно выполнять. Но, по сути, получается же довольно жесткая вертикаль, да, когда вам просто директивно сверху говорят, что нужно делать. Вот на месте чиновник ведь лучше знает, что ему надо делать конкретно здесь, чем человеку, который сидит там условно в Уфе. Нет такого вот этого расхождения? Расхождения нет. Смотрите, то есть решение, предположим, вот у нас сейчас, давайте что-то, к примеру, возьмем, по развитию сельского хозяйства. Есть одна общая задача, что все поля, имеющие сельскохозяйственное значение, должны быть распаханы, засеяны, обкошены, чтобы это все было нормально для работы техники, которая там работает. Это неправильно. Это приемлемо для всех совершенно районов, это нормально. То есть это наша основная задача по развитию сельского хозяйства. А если фермер считает, что эта земля в данном случае неплодородна, например, да, сколько ее не пахай, например, ему нужно от нее отказаться. То есть ему нужно от нее отказаться, мы дальше проведем анализ почвы, состояния ее, и далее будем принимать решения по поводу того, что дальше там делать на этой земле. То есть она числится как сельскохозяйственная и должна использоваться как сельскохозяйственная, она должна быть использована как сельскохозяйственная. Вот Иглинский район в инфополе уфимском, да, довольно часто, по крайней мере в прошлом, звучал в таком негативном контексте. Например, в частности, говорили, что там средоточие нелегальных междугородних перевозчиков, какие-то видео страшные приходили с разборками. Сейчас что происходит на этом поприще? Первым, наверное, решением, которое принял Ради Фаритович на момент своего назначения на должность исполняющей обязанности, было как раз запрет работы нелегальных перевозчиков. По Иглинскому району мы это решение выполнили. На сегодняшний день у нас 3 легальных перевозчика с легальными маршрутными картами лицензированы. Это Башавтотранс, который ездит от Иглино до телецентра, большие автобусы. Это ИП Искалин, 163 маршрут, и Уфалайн, 265 маршрут. 3 перевозчика, которые работают от Иглино до Уфы. И несколько мелких еще, которые Ашинская компания, которые ездят по межпоселковым маршрутам. А нелегалы куда делись? Мы их закрыли. Они сначала возмущались, там, потому что тоже можно понять, мы говорим нелегалы, но это те же самые рабочие люди. места, по сути. Те же самые люди, у которых есть семьи, это так или иначе у них водители, которые работают. Были возмущения, вплоть до митингов, в Иглино были митинги. Я выходил, разговаривал, объяснял людям. Этот вопрос мы закрыли и показали им реальные пути, как работать легально. Это возможно, это реально. Люди, которые работали, они перешли на легальные маршруты к легальным перевозчикам, они практически никто не остался не у дела. Они практически все работают. Перешли, практически все. А тут у нас вопрос пришел от слушателя нашего Алексея. Просит рассказать, как движется достройка дома в ЖК Дослык 25/1 на улице Строителей, который Абызов обещал достроить к выборам в Курултай в сентябре. Смотрите, сейчас, получается, мы встречались с этим застройщиком. Есть понимание, что он обещает на сегодняшний день, что с апреля месяца, там, середины апреля, как снег сойдет, он выйдет на достройку этого дома. С своей стороны администрация, в моем лице, получается, мы берем на себя благоустройство территории вокруг этого дома. Вот если это все нормально пройдет, то дом будет достроен. Но это только первый этап. Второй этап — это дом находится в конкурсной массе в этой фирме Абызова.
Там очень большая конкурсная масса, почти миллиард. Нам нужно сейчас продумывать все варианты, как вводить этот дом, который нужно передать, собственно говоря, людям, которые купили там квартиры, в собственность. То для этого нужно этот дом вывести из конкурсной массы. Это я работаю, юристы должны отработать, как это правильно сделать. То есть мы в этом направлении движемся. А физически сейчас дом вообще в каком состоянии находится? Физически дом находится в следующем состоянии, то есть там практически большая часть дома достроена, есть окна, на большей части подъездов есть двери. Он то есть корпус, по сути, закрыт, да, коробка то есть закрыта. крыша есть, все, то есть там немного осталось для того, чтобы его доделать. Просят поддержать постройку дороги внутри села Ахлебенина. Да, вот слушатели наши как раз из Иглинского района к вам обращаются. Вы знаете, вот я поддерживаю строительство всех дорог, которые есть в Иглинском районе, но на сегодняшний день мы являемся районом, в котором больше всего нужно по республике делать дорог. Прям вот очень много их. К нам на помощь сейчас выделили специалиста, главного инженера из комитета по транспорту, который уже нас консультирует. Мы ведем работу по переоформлению сельских карьеров, в которых есть грунт, песок, ПГС в собственности администрации, для того, чтобы мы могли во всех сельсоветах отсыпать дорогу, поднимать ее, ремонтировать ямы, используя собственные карьеры. Это резко удешевляет стоимость ремонта этих дорог. В этом году мы будем работать над тем, чтобы максимально закрывать эти дороги. В Ахлебинино конкретно дорога. Сейчас мы, согласно решению Ради Фаритовича, есть предложение по поводу того, чтобы одну дорогу в селе, в поселке сделать асфальтовую. Да. Спросить, у нас одна из Ахлебинина, один из 4 поселков, которые мы сейчас включаем в этот список. Это пока только лишь вот наша идея. Если все получится, то мы будем продвигать эту историю. Там почти 900 человек живет в Ахлебинино. Сейчас мы собираем все данные. По данным сельсовета, там живет больше людей. Речь идет о поселках больше 1000 человек. Если мы наберем это количество, то, скорее всего, Ахлебинино у нас пройдет как по этой программе. А одна дорога на село, это нормально вообще? Это немало? Одна дорога имеется в виду асфальтовая. Ну, да. То есть асфальт. Я о том и говорю. Для села, если мы сегодня эту программу закроем, это будет просто замечательно, потому что на сегодняшний день дорог в селах асфальтовых нет. И если есть где-то дороги, покрытые щебенкой, отсыпаны, это уже считается хорошо. Сейчас мы по весне поедем, то есть там грунтовые дороги, и в распутицу просто не проехать. Скажите, вот Иглинский район находится рядом с Уфой и испытывает определенную нагрузку, да? Большое количество уфимцев там занимаются частным строительством, то есть такой людской поток довольно большой. Такая. Да, загородная такая резиденция для уфимцев. Это скорее хорошо для административного района или скорее плохо? И, соответственно, откуда бюджет все-таки районный? Есть ли какое-то производство реальное? Должен доложить. У нас ситуация следующая. Получается, как было, вспомните в свое время, как было Сипайлово, да? Начиналось с 3 домов, которые выросли сейчас до, собственно говоря, района, в котором живет порядка 300 000 человек. В Иглино примерно сейчас та же самая ситуация. То есть мы стремительно превращаемся в спальный район города Уфы. На сегодняшний день у меня в районе проживает 65 000 человек. Из них 28 000 прописано только в Иглино. Живут еще больше. У меня маятниковая миграция, то есть люди утром выезжают на работу в Уфу, а приезжают обратно 15 000 человек. Это районы некоторые столько имеют населения. Да, 15 000 человек ездят из Иглинского района у меня на работу в Уфу. Соответственно, мы ведем работу по поводу того, чтобы привлечь инвесторов для создания рабочих мест в Иглинском районе. Но на сегодняшний день все сосредоточены на Уфу, потому что рядом, буквально 40 километров от Уфы, на автомобиле легко доехать со стороны М5 напрямую в Черниковку. Ходит, плюс к этому электричка, вы, наверное, видели, как я уже сам экспериментировал с поездкой на электричке. Очень хороший транспорт, на самом деле, рекомендую. Ходят автобусы, прям достаточно хорошее сообщение, поэтому людям удобно. И Иглино в этом плане развивается. По сути, сейчас уже 28 000 человек в Иглино живет. Самый большой поселок в России у нас 44 000 человек. Иглино прирастает на 2000 человек в год. При таком темпе мы очень скоро станем либо поселком городского типа, либо Иглинским районом города Уфы, со всеми вытекающими, как вы понимаете. Наша задача, чтобы инфраструктура Иглинского района, Иглино конкретно, догоняла тот рост людей, который есть сейчас и который будет в перспективе. Я к своему стыду могу сказать, что сейчас столкнулся с тем, что
нет планов на несколько лет вперед. Мы их сейчас составляем по всем направлениям жилищно-коммунального хозяйства. Дороги, канализация, вода, электричество, газ и так далее. То есть сейчас активно за это взялись, и это работа на несколько лет вперед точно. С тех пор, как новое руководство в республике появилось, все говорят о системе инцидент, да, которая работает для того, чтобы взаимодействовать между населением и властями. В вашем случае, вот в случае муниципального такого сельского района, эта система функционирует? Она как-то работает? Она работает на все 100%, особенно по нашему Иглинскому району. Дело в том, что количество обращений по инциденту по республике Башкортостан Иглинский район занимает второе место после Уфы. Ни Стерлитамак, ни Нефтекамск, Иглино. Потому что, как я уже обозначил, есть большой ряд вопросов по... То же самое, вот сейчас снег тает. Огромный Иглинский сельсовет, огромное количество улиц, протяженность улиц. За зиму набилось большое количество снега на дорогах. То есть тяжелой техники в сельсовете нет. Там только легкая техника, которая счищает верхний слой снега, утрамбованный снег остается. Это полметра снега на дорожном полотне. Сейчас он резко протаял. Все частное Иглино встало в пробках в этих выездах из частного сектора. Все Иглино. То есть этот автомобильный коллапс, по-другому не назовешь, был в течение 2 дней, когда вот шло резкое таяние. Мы подняли всю тяжелую технику, которую нашли в районе, для того, чтобы вычистить этот частный сектор. Вот на сегодняшний день большую часть вопросов уладили. Но инцидентов на вчерашнее утро было 96. 96 инцидентов, по которым на каждый мы должны отчитаться, вычистить улицу, сфотографировать эту улицу, разместить фотографию в инциденте, отписать, что да, действительно улица почищена, вопрос снят. После этого инцидент закрывается. Это замечательная программа, которая позволяет нам лучше понимать, что нам в первую очередь надо делать. Вот как раз про снег, да, раз уж начали, у нас и в Уфе проблемы с этим снегом часто случаются. А как вот, в сельской местности решать, да, вы говорите, нет техники, а если вот, реально снегопад ужасный и все встало? Насколько в этом случае мы привлекаем не технику сельсовета, а стороннюю технику. То есть есть определенный дорожный фонд. В этом году было действительно много снега. Дорожный фонд, он распределяется и на очистку снега, и на ремонт дорог. Если мы больше денег тратим, надо понимать, если больше денег тратим на очистку снега, меньше остается на ремонт дорог. В этом году нет других вариантов, иначе просто у нас частный сектор весь встает. Мы вынуждены больше тратить именно на привлечение сторонней техники, для того, чтобы они работали и вычищали эту дорогу. Потому что сейчас невозможно проехать было. Скажите, у вас есть данные по поводу того, когда участок трассы М5 до поворота в Иглино все-таки будет реконструирован и доведен до такого категории А? Таких данных. Нет таких данных. Этим делом занимается даже не республика, а федеральное управление трассы М5. И пока еще мы с ними не пообщались на тему, когда они будут это все делать. Есть проект расширения дороги, есть понимание, где будут развязки по этим дорогам. Но когда они запустят его, пока я не знаю. Поселок Урман, скажем так, прозвучал на всю страну, по-моему, в 2011 году, когда на территории воинской части произошли взрывы, и до сих пор какие-то отголоски появляются время от времени. Да. Что там сейчас вообще? На сегодняшний день там имеется полигон, на котором остались те снаряды, которые не взорвались. Это там был арсенал военный, на котором хранились артиллерийские снаряды. Большая часть этих снарядов была уничтожена взрывом в 2011 году, но часть остались там на площадке. Все эти годы там понемногу шла утилизация этих снарядов, но часть из них еще есть. Минобороны сейчас провели конкурс на утилизацию оставшейся части этих снарядов еще в течение 5 лет. Фирма «Форпост Плюс», которая пришла к нам из Калининграда, у которой большой опыт утилизации этих снарядов, в течение 5 лет будет осваивать те деньги, которые выделены Минобороны, и, соответственно, они должны зачистить полностью этот полигон. Там серьезная история, на самом деле. То есть сейчас эта территория вся отцеплена. На момент, когда я пришел, там было 2 охранника, которые выделил Минобороны. Мы просигнализировали об этом мгновенно. То есть недостаточно? Недостаточно. 2 человека на периметр 6 километров явно недостаточно. Мы просигнализировали об этом. Было выделено 20 человек для того, чтобы охранять эту территорию. Они несут постоянное
дежурство на этой территории, и посторонних они туда не пускают. То есть пока 2 человека дежурили, там были посторонние на этой территории? Была возможность туда зайти. Возможность была. То есть вы представляете сами, то есть 6,5 километров периметра территории, то есть, которая охраняется 2 человеками, кто-то мог проскочить. И так и было. То есть последний взрыв прогремел, насколько я помню, в декабре. Местный мужчина зашел туда для того, чтобы разобрать снаряд и унести, собственно говоря, гильзу для того, чтобы сдать его в цветмет, подорвался в момент разделки снаряда. Нам тут смс-ки приходят, классные перспективы, Глино плюс Уфа, я прям поддерживаю, тетя Роза пишет. Скажите, а планы вот по поводу Мне тоже нравится эта перспектива, на самом деле, я уже представляю, как это будет. Закругляя тему Урмана, если все-таки там все будет решено, утилизировано и расчищено, эта территория как-то планируется под застройку, я не знаю, там развитие дальнейшее или пока непонятно? Это земля Минобороны. Они принимают решения по поводу того, что будет дальше на этой территории. Сейчас рядом с поселком Урман выделено 200 гектаров для инвестиционной площадки. Мы активно ищем инвестора, который зайдет с производством для того, чтобы там создать рабочие места и осуществлять какую-то деятельность по любому направлению, по сути. 200 гектаров, там промышленное производство, она готова к работе. Вот когда история с Карнашпаном происходила, я всегда про себя думал, конечно, очень дилетантский такой подход. Я думал, почему бы не построить этот завод где-нибудь подальше, в Иглинском районе, например, именно где и лес рядом ближе, и с так Урманом далее. Была предложена в свое время площадка для строительства Карнашпана. Почему был выбран именно вот то место, где сейчас Карнашпан, остается вопросом. Изначально предлагался именно Урман. Просят возобновить работу зубоврачебного кабинета в ФАПе в селе Балтика. У нас тут это сегодня открытый прием. В ФАПе в селе Балтика. Хорошо, мы будем в Балтике в конце месяца. Мы сейчас там ведем работу над развитием площадки. Балтика, на самом деле, замечательный поселок. Я должен доложить, что там проживает компактно наибольшее количество белорусов в Республике Башкортостан. Не так давно мы туда ездили с послом Беларуси в Республике Башкортостан. Да, и Балтрукевич. Очень интересный поселок, на самом деле. Есть идея развития там именно вот придорожного сервиса. Есть определенное место. Нужен зубоврачебный кабинет. Ну что, будем заканчивать, наверное. Благодарим нашего гостя, главу администрации Иглинского района Республики Николая Самойленко и всех, кто был сегодня с нами. Хорошего дня. Пока. Спасибо.